let's get the hell out of here.
Представляем арбитров сегодняшнего матча. Судьи башкирской хоккейной лиги. Главный судья Данил Харитов, Алекс Закиров. Добрый день, уважаемые болельщики. Здравствуйте. Очередной уикенд нам дарит Башкирская хоккейная лига. Немного прервался я, чтобы послушать судью-информатора. Да, все верно. Вадим Вильданов в раме ворот номер 1. Ну а мы продолжаем. Далее Башкирская хоккейная лига снова раскрывает свои двери. Довольно большой уикенд нам дарит в эти выходные лига. Конечно же, поговорим мы об этом. Но давайте для начала сосредоточимся на игре Транснефть Урал против Баш РТС. Сейчас проводит свою встречу. РТС по правую руку от нас в форме белой. Что касается Транснефти, они слева в форме темной. И этот матч обещает быть интересным, дорогие друзья. Конечно же, расскажу вам о турнирной таблице, и вы сами все прекрасно здесь поймете. Но давайте обо всем по порядку. Международный женский день, конечно же, мы никак не можем упустить это. И Башкирская хоккейная лига также уже опубликовала свой пост, по крайней мере, ВКонтакте. Поздравления, прекрасная фотография, классный букет цветов и, конечно же, крупными буквами с Международным женским днем. Кстати, к слову, кто вдруг не подписан на соцсети БХЛ, обязательно переходите туда. Классный телеграм-канал и также классные оформленные сети ВКонтакте. Говорят, что есть Одноклассники, сам лично не видел. Ну и, конечно же, сайт bhl-sport.ru. Международный женский день. Милые, прекрасные женщины, поздравляем вас с 8 марта. И на этой прекрасной ноте присоединяется к нашим поздравлениям и команда Транснефть Урал. Давайте посмотрим еще раз, как же все-таки было оформлено это взятие ворот. Справа закругление борта, передача на пятак, и здесь уже не оставляет никаких шансов Вадиму Вильданову. Тимур Тагиров, номер 21 из состава Транснефти, забрасывает первую шайбу и присоединяется к моим поздравлениям. Так вот, дорогие, прекрасные женщины, поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам вечной красоты и молодости. Пусть ваши сердца будут наполнены любовью и нежностью, и, конечно же, огромного вам счастья. Ну и в качестве, наверное, символичного такого подарка, да, сейчас, как мы говорили, присоединился к моим поздравлениям Тимур Тагиров, номер 21, ну и в целом командой Транснефть Урал и Баш РТС. Нашим зрительницам, которые присутствуют однозначно на трансляции, готовы подарить и приукрасить немного этот, без преувеличения, классный праздник.
Слегка уже, конечно, затянули, но давайте учтем формальности, огласим составы участников. Начнем с Баш РТС, они у нас номинально выступают гостями. Вадим Вильданов в воротах, номер 1, полевые игроки Андрей Чернов 10, Рустам Латыпов 12, Денис Ахунов 17, Данил Матвеев 21, Илья Варич играет под номером 23, Михаил Фролов 28, Халилов Айдар 41, 69 Альберт Гаянов, очередная атака Транснефти, немного прервемся, но вроде как Ильдан в этот раз выручает. Альберт Гаянов номер 69 в составе Баш РТС, Альберт Минибулов 77, Виталий Филатенков играет под номером 78 и 88 Эдуард Вахитов. Это весь состав команды Баш РТС. Человек, по крайней мере, полевых игроков, то есть 2 пятерки и 1 кандидат на сменку. Транснефть Урал. Заявка выглядит следующим образом. Пара вратарей: Ильдар Султанов номер 22, Евгений Брындин номер 60. Из первых минут матча в раме ворот у Транснефти именно Евгений Брындин. Полевые игроки: Антон Пономарев 5, Альберт Шатунов 7, Айрат Фахридинов 11, Сергей Лебедев 17, Прохоров Роман играет под номером 19, Тимур Тагиров, автор первой заброшенной шайбы, номер 21, Ильдар Султанов 22, Александр Елизаров 29, Герасимов Эдуард 48, Тимур Нуркаев 87 и Илшат Галиулин номер 89. Тренер команды Сергей Сергеевич Емелин. В заявке Баш РТС тренер не указан, поэтому не назвал я его. Прошу меня простить. Понять и простить, да, как говорится. Давайте немножко сосредоточимся на игре. Все по классике. БХЛ 3 периода по 17 минут мы играем игрового времени. Транснефть Урал здесь в турнирной таблице, конечно, смотрится немного поинтереснее, нежели Баш РТС, да. Все дело в том, что помимо того, Роман Прохоров сейчас, ну, как-то довольно легко, да, согласитесь, прошел всю оборону. И я никак, конечно, не хочу здесь скрасть хоккейный талант команды Баш РТС, но тем не менее уж Прохорова больно так налегке как-то запустили в свое владение. Еще один момент создает здесь уже выход 2 в 2. Прохоров дальний бросок. Ильданов отражает. В моменте атака нефтяников продолжается. Шайба перехвачена. Владеет и Виталий Филатенков. Отдает партнера направо. Минигулов. Передача под синюю. Наброс на ворота не проходит. Блокированный получает шайба. Мы видим, да, что Лебедев прямо в конек прилетел игровой снаряд. И как бы так приподнял он, да, ногу, давая понять, что как минимум это было неприятно. Транснефть Урал возглавляет турнирную таблицу. 13 игр проведено этим коллективом, из которых 12 они одержали победы, лишь уступили единожды своему сопернику. 36 очков в зачете у нефтяников. Разница забитых и пропущенных 90 против 19. Добивания нету. Пока взятие ворот в этом моменте. Но действовали довольно опасно. И несмотря на то, что праздник мы с вами, дорогие друзья, слышим, да, что присутствуют болельщики в трибунах Уфа Малой Арены. И вот изначально наш прекрасный режиссер, который показывал нам ракурс из боковых камер, подтверждает ракурс, что болельщиков так, ну, десятка, 2-3 человека я насчитал. Это уж точно. Очень отрадно, что в праздник пришли поболеть, поддержать свои коллективы, коллеги, болельщики, поклонники, родственники. И очень здорово это, по крайней мере, подбадривает немножко этот факт меня, что все-таки не только
Ну, праздник праздником, да, успеем попраздновать еще в течение дня. Хоккей никто не отменял. Даже Международный женский день. Так, Ахунов на партнера здесь как-то уже поджимается, да, в своей зоне. Представители РТС, Вахитов на Матвеева. Матвеев дальше вдоль бортика. Здесь вот Чернов уже с приемом не справился. Чернов. Фролов подключался к этой атаке. В зону Карраски практически добрался Михаил. Но вот ту самую заветную передачу так и не дождался. Неудобно переводит сейчас Вахитов. Пас на центр, но пока партнеры здесь помочь ничем не могут. Тут можно Чернова переводить и бросать, но нет. Покидает пределы зоны команды Транснефть. Но вот неплохая атака, кстати. Неплохую атаку сейчас проводит Баш РТС. И плотно так удерживает в зоне своего соперника. Как-то предпринимает все-таки попытки ответных действий. Про турнирную таблицу начал говорить, с вашего позволения, тогда завершу этот момент. Транснефть Урал я представил, Баш РТС. У них проведено 12 игр, вот лишь в одной они смогли удержать победу, а остальные, к сожалению, для себя проиграли. Ну и снова здесь у нас очередной гол в составе Транснефти крупным планом. На ваших экранах это, дорогие друзья, Роман Прохоров. Очень часто мы его видим на самом острие атаки. Роман регулярно забивает практически в каждом матче, да, и, безусловно, этот факт нам говорит о том, что это один из топовых бомбардиров в команде Транснефть Урал. Ранее мы наблюдали, как он, в сольном проходе фактически может и всю команду обыграть, и опасно провести бросок. Однозначно акцентировать внимание нужно на этом хоккеисте, команде Баш РТС, и где-то вот, наверное, внимательнее все-таки присматривать за Романом. Снова Прохоров, как по рельсам, прокатывается по левому бортику, сближается с Вильдановым, бросок не задается, но шайбу перехватывает Билэ. Лицевого бортика направлял игровой снаряд Денис Ахунов. Шагунов. Халилов. Положили на лед Халилова. Продолжить борьбу не дает хоккеисты Транснефти. Ну и снова будем наблюдать за атакой. Так, Баш РТС на 6-й строчке идет турнирной таблицы. То есть фактически у нас сейчас, как бы это ни звучало, да, то форвард с аутсайдером турнирки именно встречается. Позвольте так выразиться, да, ничего особенного я в этих словах не вижу. Но фактически Баш РТС на 6-й строчке идет 12 игр. В одной лишь одержали победу. 4 очка в зачете этого коллектива, 18 против 58. Разница шайб забитых и пропущенных. В том плане, что 18 забили, 58 пропустили. 5 минут остается играть до окончания первого периода. Здесь, давайте будем объективны и честны, да, Транснефть все-таки 2 взятия ворот оформила и как бы свой статус форварда, по крайней мере, уже заявила. Несмотря на все вышеупомянутое, Баш РТС продолжает атаковать. И вот, как мы видим, последние 3-4 атаки, наверное, очень плотно сосредоточились в зоне Транснефти. Представители распределительных тепловых сетей. Несмотря на всю статусность, мастеровитость коллектива нефтяников, конечно же, ответные действия предпринимаются. Вахитов. Потерял.
победу. Ну, с такой группой поддержки еще, конечно же, Транснефти проигрывать ни в коем случае. До последних минут будет борьба. По составам, да, мы всех озвучили. По 11 человек заявленных в коллективах, 2 пятерки, плюс 1 игрок. Вот, ну, заявки у Транснефти. Единственное, что помимо Евгения Брындина еще и Эльдар Султанов заявлен. Но вот пока на скамейке запасных я не сумел его разглядеть. Возможно, быстро у нас проходит камера. Но не наблюдаем скамейки запасных пока. Да, не вижу я Эльдара Султанова. Поэтому думаю, ну что, может быть, чуть позже подъедет поиграть, да? Может быть, уже переодевается. Нам это пока доподлинно неизвестно. Латыпов вступает в борьбу на закруглении борта. Здесь опасно. Фахридинов под плотную опеку к себе его забрал. Были партнеры. Можно было разыграть. Лебедев находился под синей линией. Но пока из этой атаки ничего полезного нефтяники для себя не выявили. А здесь уже контратака в исполнении РТС. Неплохо демонстрирует себя коллектив. По крайней мере, вот пока первый период есть силы. Нужно, наверное, пробовать максимально проводить время в атаке. Конечно же, не забывать про оборону. И, как показывает практика, чем больше будут бросать коллективы, предпринимать попытки, соответственно, тем больше шансов и забросить очередную шайбу. Здесь досадная ошибка в своей зоне. И, конечно же, Сергей Лебедев. Ну, позвольте так выразиться, да, наказывает сейчас Лебедев за эту оплошность на выходе из своей зоны. РТС не разобрались там все-таки, кому отдавали передачу. Но видим мы сейчас, да, что на Айдара Халилова направлялся пас, но уж очень какой-то он был неточный, да, в том плане, что Лебедев выбежал на перехват, взял шайбу, еще и на подходе Вильданова обыграл. 3-0. Шайбу забросил Сергей Лебедев, номер 17. Последняя минута первого периода. Пас по диагонали, шайба доходит до лицевого борта команды РТС. В средней зоне Филатенков. Уже в владениях соперника. Пройти, конечно же, не дают Филатенкову. Сразу два защитника на перехват игрового снаряда. Вышли, и у Виталия черный каучуковый диск изъяли. Шатунов. Назад 5 секунд. Дорогие друзья, первый период завершен. Счет 3-0. Транснефть ведет. Немножко отдохнем. Вернемся совсем скоро.
Встреча продолжается. Нефтяники против распределительных тепловых сетей. 3-0 после первого игрового отрезка. В составе Транснефти взятием ворот отличились Сергей Лебедев, номер 17, Роман Прохоров, 19, и также Тимур Тагиров был замечен автором забитого гола. Давайте будем честны, РТС предпринимает все силы сейчас, или что-то приближенное какой-то к этому показателю, да, для того, чтобы пытаться как-то демонстрировать ответные действия. Это у них получается, но реализация пока на отметке 0. К сожалению, для этого коллектива. Классные атаки мы видели в первом периоде, как довольно длительное количество времени проводили они в зоне своего соперника, но вот в результате каких-то распасовок, комбинаций, позиционных атак все-таки заставить пропустить Евгения Брындина пока у РТС не удавалось до этого момента. И вот опять же мои слова подтверждают действия Альберта Минигулова. Сейчас, ой-ой-ой, ответка, и это дубль Романа Прохорова. Дорогие друзья, как я говорил ранее, Роман забил в первом периоде. Здесь еще что-то от наставника выслушал, да? А в чем вопрос там, интересно мне был. Наверное, да, справа здесь накатывался Тимур Нуркаев. И, может быть, все-таки предполагал, что на него будет передача. Но нет, Нуркаева-то плотно под опеку взял Айдар Халилов, как-то на одном уровне практически. Накатывались, катились. И здесь браво Прохоров сделал сам. Максимально корректно. Вильданов в очередной раз уступает. 4-0. Транснефть продолжает подтверждать статус топовой команды согласно турнирной таблице Башкирской хоккейной лиги. Ну и вообще в целом, да, вот хотелось бы отметить, наверное, что элементарный факт вот такой по заявкам, да, конечно же, перед каждой игрой приходится смотреть, где-то как-то под себя, возможно, подстраивать, там, текстовый вид в электронный вид переносить, потому что обычно фотографии присылают. И здесь, если вот у других коллективов приходится что-то периодически менять, добавлять, убавлять кого-то относительно основного состава, изначально всех игроков, которые были заявлены в коллективе, то вот таких изменений, подправлений у Транснефти меньше всего. Лично мне это говорит о том, что стабильно играют практически все игроки. Не меняется основной костяк этого коллектива. Периодически, конечно, добавляются, убавляются какие-то небольшие изменения есть, но в целом вот, как коллектив команды Транснефти, они, конечно, практически неизменны. А как говорится, стабильность – признак мастерства, что мы видим по ходу этой встречи и в целом в рамках Башкирской хоккейной лиги. Ну, давайте продолжим дальше, раз уж заговорили о лиге, да, я сказал, что довольно объемное количество игр получается в этом уикенде, или, наверное, слово какое-то импортное, в общем, по-русски на этих выходных. У нас пройдут встречи сегодня, понятно, Транснефти и Баш РТС. Далее, 9 марта 21:15 состоится встреча коллектива БЭСК и башкирской генерирующей компании. Немножко перервемся. Атака нефтяников. Фахридинов неплохо выходил на оперативный простор. Бросок хлесткий довольно-таки. Но вот вопрос в том, что слишком предсказуемо было это для
Вадима Вильданова. И, конечно же, он этот бросок отражает. Так, 21:15 завтра в Быск сыграет с БГК. 10 марта сразу 3 игры нас ожидает. Это воскресенье. 16:00 УФСИН против Уральца. 19:00 Баш РТС Бэск. 17:30 сыграет БГК с Транснефтью. Семь минут игрового времени второго периода позади у нас. Если в первом периоде с нами не зря 3 заброшенные шайбы от Транснефти, Баш РТС пока ответить ничем не получилось, то вот пока одна шайба, и исходя из этого все-таки мы с вами ждем, да, дорогие друзья, какую-то ответку от РТСа. Либо еще голы от нефтяников. В 14:30 сегодня в Уфе, ну, наверное, для тех, кто увлекается хоккеем, довольно-таки важное мероприятие состоится в рамках отвлекся я немножко на атаку здесь Транснефти. В рамках континентальной хоккейной лиги у нас идет плей-офф. Салават Юлаев принимает в родных стенах Челябинский Трактор. В 14:30 состоится эта встреча. 1/8 финала, дорогие друзья. 5-й матч. Счет серии на данный момент 2-2. Ровно идут коллективы. И здесь, конечно, все внимание приковано будет сегодня любителей хоккея, в том числе и к этому матчу. Ранее проводили юлаевцы выездную серию. В одном матче уступили, другой забрали. Как пока ровненько идут коллективы, конечно же, будет интересно посмотреть, как сегодня сыграет Салават Юлаев. Но пока весь интерес и внимание приковано к игре Транснефти и Баш РТС. Половина второго периода позади. Плюс 4. Идут нефтяники. Вот слегка такой темп, да, в игре-то спал. В первом периоде мы наблюдали с вами все-таки поактивнее немножко. Ну, давайте будем честны, сейчас нефтяники уже почувствовали, наверное, да, такой некий небольшой вкус победы. 4 шайбы их устраивает, преимущество над соперником, и как бы торопиться-то особо и некуда. Другое дело Баш РТС. Как-то нужно пытаться перевести игру эту на себя. Сейчас Фахридинов едва ли был от момента забить гол. Ворота были пустые, пока Вильданов отвлекся на другой игровой момент. Здесь вот с течением обстоятельств шайба оказалась в зоне краски. Вильданов был в стороне. Ну и браво, ловкие действия защитника. Распределительных тепловых сетей не позволили забросить пятую. Подбадривают болельщики своих игроков и команды в целом. Транснефть Урал крайнюю игру проводила свою 3 марта.
Тогда встречались они с представителями УФСИ, но здесь снова атака нефтяников. Вторым темпом добивание. Будет ли? Ворота сдвинуты. Нужно останавливать, конечно же, эту встречу. И у нас тут небольшая потасовка за воротами. Но нет, по-братски обнимаются хоккеисты. БХЛ не тот формат, да, чтобы демонстрировать единоборство, конечно же. Здесь подобные вещи. Ну, наверное, будем честны, да, такая небольшая заварушка или драчка является неотъемлемой частью хоккея, которая доставляет какую-то свою искринку, преподносит в матч. О, здесь есть у нас плакат «Улыбайся всем назло, чтоб сегодня повезло». Классно показывает нам оператор, да, спасибо ему отдельно. Видите, как болельщики у нас сегодня подготовлены, в том числе и с плакатами. Периодически, да, конечно же, наблюдаем мы, есть плакатики, какие-то именные майки у болельщиков, но вот в целом такой большой плакат, честно говоря, я не припомню. Флаги, все это, да, все понятно было, но здесь видно, что рукотворный, рукописный такой плакат индивидуальный. И чего-то подобного пока не припомню в рамках БХЛ. Так, ну Рукаев в зону соперника зашел, закрепиться пока не представляется возможным. Ахунов по диагонали. Так вот, начал я рассказывать про предыдущую игру. Транснефть Урал и УФСИН встречались 3 марта 6-4. Счет на табло закрепился тогда, после финальной сирены. Нефтяники обыграли УФСИН. Заброшенными шайбами отличились в команде Транснефть. Сергей Лебедев оформил дубль. Также дубль на счету Михаила Тряскина был. И по одной Александр Меличта и Эльгисер Назаров забили. Две с половиной минуты остается до окончания второго периода. Счет по-прежнему 4-0. В отличие от первого периода на данный момент лишь одно взятие ворот удалось нам понаблюдать. Дубль на счету Романа Прохорова, Тимур Тагиров и Сергей Лебедев отличались в моментах. А вот здесь есть заявка, как минимум, на бросок. Фахридинов вырвался. Оперативный простор. С бросочком обыграл защитников. Все по классике. Но Вильданов не позволил забросить очередную шайбу. Минус клюшка. А у нас страсти накаляются. Повторчик бы момент посмотреть. Ну, да ладно, потом подборки увидим мы. Ну и давайте, может быть, поговорим немного о турнирной таблице, да, как в целом она складывается, потому что, насколько я знаю, играть еще БХЛ планирует до мая. У нас удаление в составе РТС, может быть, тогда оставим разговоры о турнирной таблице на период третий, а пока понаблюдаем за большинством нефтяников и как же четвером все-таки будут оборонять свои владения тепловые сети. За игру сломанной крышкой пала штрафная Верхоянов номер 69, команда ХМТС. Последняя минута второго периода. Виталий Филатенков ловко сейчас из своих владений
все-таки выносит шайбу. Наверное, оптимальные действия для РТС. Еще и вот попробовали не уйти в высокий прессинг. Минигулов здесь сразу встречает плотно соперника. Время играет на руку РТС. Конечно, да, уступает 4 шайбы, но вот как-то нужно в меньшинстве сейчас продержаться этому коллективу, чтобы не привести еще одну в свои ворота и, наверное, оптимальные действия просто, да, отбросить от себя подальше. Снова Филатенков, понимает он этот факт объективно, и Виталий во второй раз игровой снаряд в своей зоны выносит. Звучит сирена. Второй период завершен. Немножко отдохнем. Возвращаемся в встречу команд Транснефти Урал, Баш РТС в рамках Башкирской хоккейной лиги. Третий период 4-0. Ведет Транснефть. На данный момент коллективу РТС не представляется возможным какие-то ответные действия предоставить, потому что сосредоточены они на обороне. 20 секунд у нас еще до выхода Альберта Гаянова. Он был удален под занавес второго игрового отрезка за игру сломанной клюшкой. Шатунов. Дальний бросок на месте Вильданов. За воротами встретились два 17-х номера. Это Сергей Лебедев и Денис Ахунов. По-прежнему. Альберт Гаянов вступает на лед. Уфа арены малой. И мы продолжаем наблюдать за этой встречей в формате 5 на 5 действует коллектив. Хотели поговорить о турнирной таблице, а здесь у нас, как я вот начал говорить, да, информация от организаторов, что в мае планируется у нас грандиозное закрытие хоккейного сезона, учитывая опыт, ну, как я видел, это было организовано в прошлом году. Ой-ой-ой, здесь неприятно попадает клюшка, по-моему, сейчас по лицу как раз-таки Альберту Гаянову. Давайте немножко прервемся, посмотрим, как будет развиваться эти события. Так, ну, мысленно, конечно, мы с Альбертом. Надеемся, все там в порядке. Просто небольшой болевой шок. И предполагаем, что увидим еще мы в этой встрече. По крайней мере, на это надеемся. В атаке нефтяники.
шайбу выбили из зоны соперника. Не знаю зачем, но как, по крайней мере, так получилось. Так вот, турнирная таблица. Баш РТС на 6-м месте у нас, да, Транснефть на 1-м. Но, наверное, говорил я о том, что планируется закрытие. И как бы мысленно, да, я уже думаю о том, все-таки тоже теоретически какие места у нас может занять. Ой, как здорово сейчас ложится под шайбу Айдар Халилов. И вот в результате этих действий по низу направлялся довольно-таки мощный бросок. В створ ворот Вадима Вильданова. Вот опытные действия Халилова не позволили шайбе добраться до створа ворот. А распределение теоретических медалистов, да, БХЛ. То есть Транснефть Урал и УФСИН, у них 36, у Транснефти 35 очков у УФСИНа, а вот ближайший, кто, так скажем, преследует их в турнирной гонке, это коллектив БЭСК. Но у БЭСКа всего лишь на данный момент 17 очков, и довольно большая разница складывается уже сейчас. Не знаю, конечно, что может такого произойти, что БЭСК прям все игры начнет выигрывать и вырвется там, на вторую и первую позицию турнирной таблицы. Но уже сейчас отчетливо просматриваются лидеры. Это, конечно же, Транснефть и УФСИН. Теоретически вот борьба за золото и серебро может развернуться именно у представителей этих команд. И, конечно же, бронзовые медалисты здесь вот уже не все так однозначно, потому что БЭСК 17 очков, мы говорили, там далее на 4-м месте БГК с 16, и на 5-м месте Уралец 9 очков на данный момент в их зачете. И здесь, конечно, уже на пьедестал может забраться любой из вышеупомянутых коллективов. Это может быть и Баш РТС, и Уралец, и БГК, и же БЭСК. Вот такая вот интересная ситуация складывается в рамках таблицы БХЛ. Позволю напомнить вам, дорогие друзья, что Уралец у нас является действующим чемпионом башкирской хоккейной лиги. Единственное, что в прошлом году, как всем известно, в этом году был ребрендинг, потому как в прошлом сезоне играли под эгидой единой хоккейной лиги ЕХЛ, а вот в этом году уже в результате ребрендинга играем под башкирской хоккейной лигой. Ну, наверное, от названия, от перестановки мест слагаемых, как говорится, суть не меняется, сумма не меняется, поэтому плюс-минус все те же коллективы выступают в рамках лиги. И я думаю, с каждым годом, вот, учитывая прошлогодний опыт, да, в этом году уже побольше команд. Также и о новом сезоне, конечно же, говорить, наверное, еще рано, когда здесь в разгаре еще этот. Но вообще в целом положительная динамика, да, добавляются команды с каждым новым сезоном. И, ну, лично меня это очень радует, наблюдать за тем, как развиваются события в рамках БХЛ. Чернов переносит. По диагонали принимает ее Тагиров от своего партнера. Здесь уже мы видим Альберта Шатунова. Один против троих. Почему бы и нет? Андрей Чернов сам бросать не стал. Выждал небольшую паузу в надежде на подключение партнеров.
Роман Прохоров. Сегодня дубль на его счету. Перехватывает Лебедев. Также сегодня отличался взятием ворот. Герасимов. Бросок. И здесь Прохоров, да, сам, не ожидая того, подставлялся под шайбу. Ну, вроде как сгруппировался. Роман, конечно же, хотел, чтобы прошла шайба дальше. Но не получилось. Забивай. Прохоров вдоль борта на Лебедева. Лебедев под синюю. И закрыть синюю линию не получается Антона Пономарева. А вынуждены нефтяники катиться назад. Более того, здесь еще и на грани, чтобы уступить владение черной таблеткой. Ахунов. Классная скидка сейчас была в район пятака. Альберт Минигулов там накатывался, но с броском дело не заладилось. 2-2, наблюдаемый выход. Можно бросать с этого положения Сергея Лебедеву, что, собственно, он и делает. Во-первых, забрасывает вторую шайбу в этой игре Сергей. Это его персональный дубль. Ну и в целом уже пятая шайба по ходу этого матча коллектива Транснефть Урал. Ну, не замысловатый здесь, да, был бросок. Видимо, что закрывали обзор свои же игроки Вильданова, в частности Халилов. Казалось бы, тот угол-то должен был прикрывать, да. Возможно, Вильданов отчасти надеялся и на него. Но в какой-то момент мы видели, Айдар там едва ли, казалось, немного потерял равновесие на мгновение. А на опыте Лебедев воспользовался моментом. Левый угол точно произвел бросок 5-0. Двигаемся дальше. Так, Эльдар Султанов подключается к нам чатикову. Что-то не заглядывал я совсем сюда. Екатерина Мирустай, спасибо за поздравления. Пишет нам. Спасибо, что вы есть, Екатерина. Смотрите трансляции постоянно. Конечно же, участвуете в просмотре трансляций Башкирской хоккейной лиги. И есть там персональный игрок, судя по фамилии. Я это прекрасно понимаю. Но в любом случае, еще раз спасибо за то, что активно принимаете участие в чате. Да, вот сейчас привелось, пожалуй, я. Вы видели, да, все прекрасно, как Чернову попала шайба в ногу. И даже мы наблюдаем, что вот, с трудом сейчас удерживается Андрей Чернов. Сломался конек у Чернова, да. Все правильно, прилетела шайба, похоже, сломался конек. Ну и казалось, какое-то все равно есть небольшое повреждение. Да нет, все нормально, стоит Андрей на ногах, все в порядке, но вот лезвие-то от конька откололось, да. Показалось на мгновение, что была какая-то небольшая травма там, но благо здесь со здоровьем все в порядке, наверное, конек коньком, дело наживное. А мы продолжаем дальше. По чатику отметили Екатерину. Екатерина, спасибо вам за теплые слова. Свои поздравления я уже выразил в начале этого матча. Удаление у нас сразу Гаянов и Латыпов вдвоем отправляются. Послушаем среди информатора за что. Втроем остаются представители
плавых сетей. И в чатике сосредоточил я внимание, Ильдар Султанов здесь классный комментарий написал. Наверное, сами вы, дорогие друзья, можете почитать его в комментариях к чату. И здесь с Ильдаром я отчасти, где-то солидарен, наверное, да. А почему бы и нет, собственно? Имеет место быть. Ну, объективно, да. Наверное, так. Шатунов бросать не стал. Ну и знаете, как-то сейчас отчасти так, наверное, прощают, да. Лебедев переводил на Герасимова. Герасимов позиция классная была для броска, но почему-то вот Эдуард делать этого, собственно, не стал. Удаление посыпались у нас, задержка соперника клюшкой. Практически по ходу двух игровых отрезков первых лишь один раз мы, да, наблюдали с вами, как направлялся игрок штрафной бокс, а здесь вот под занавес третьего периода уже подряд третье удаление. Я уже немножко сбился все-таки, в каком формате играют коллективы, но сейчас отчетливо понимаю, что Транснефть остается четвером, а вот Баш РТС не совсем понятно, потому что два игрока пересели на скамейку. Казалось бы, что втроем они должны действовать, да? Ну и давайте будем честны, дорогие друзья, с исходом должны быть втроем, казалось бы, два человека ушли в штрафной бокс, но нет, играют четвером, но представители Баш РТС какой-то есть здесь. Небольшой секрет, судя по всему, но нам он пока неизвестен. Лебедев. Бросок не точно. Давайте будем честны, мы уже можем поздравлять коллектив Транснефть Урал с победой в этот праздничный день. Они присоединяются и к нашим поздравлениям своего рода. Такой своеобразный подарок дарят нашим дорогим болельщицам Лиги БХЛ, ну и в целом Международный женский день, конечно, всем женщинам, девушкам и так далее. Баш РТС в теории есть еще небольшое количество времени для того, чтобы оформить гол престижа и как-то в этом матче немножко, ну так скажем, подчеркнуть, да, и какой-то свой статус, вот момент не получается. Минигула, поправка, это у нас Денис Ахунов вырвался на оперативный простор, но переиграть Евгения Брендина уже на подходе не сумел. Только Транснефть и только победа, слышал я до этого. Ну, примерно так же и получилось сегодня. Финальная сирена. Транснефть с победой. Баш РТС ни в коем случае не унывать. Матч завершен, дорогие друзья. Всех дам еще раз с праздником. Поздравляет Башкирская хоккейная лига. Ну и с вашего позволения разрешите откланяться. До новых встреч на хоккее. Пока-пока.